Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Что ждет вас в ближайшие минуты, в ближайшие часы и дни. И если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, давайте вместе посмотрим. Также, прежде чем я начну, всех вас, мои дорогие, хорошие, самые лучшие в мире, хочу сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете. Земной вам поклон. Итак, настраивайтесь. Я же попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какая птица красивая. Летит прямо на вас и уже низко летит. Буквально в ближайшие минуты, в ближайшие часы у вас с кем-то состоится разговор. Разговор очень положительный, о чем-то очень хорошем. Знаете, как хорошие, благие вести придут. Вы можете говорить по телефону, лично можете встретиться. Но вот явно вас эта птица порадует. Явно поменяет ваше настроение к лучшему. Явно вот хороший человек о хорошем вам будет говорить. Ну, либо в принципе, да, очень хорошие, благие вести придут к вам, в ваш дом, в вашу жизнь. Встречайте эту птицу, она уже где-то рядом, понимаете, низко уже летит. Дальше. Вот здесь стоите вы, и в руках вы держите как ботинок какой-то. Куда-то будете собираться. Либо получите приглашение. Видите, улыбка. Вы на улыбке стоите. Четко так улыбку показали. Очень классное приглашение придет. Либо вас позовут в очень хорошее место. Может быть, вы сейчас переживаете, что вот вас не позвали. Да? Обязательно позовут, и вы прям ботинок уже в руках держите. Может, будете подбирать себе гардероб. Вот что одеть, в чем пойти. Там, сверяться с прогнозом погоды. Да? Хорошее событие. Явно вас порадует. Дальше показан мужчина, который перед вами вот прям какие-то кренделя выделывает. Мужчина, который очень хочет понравиться, либо мужчина очень хочет обратить ваше внимание на себя. Мужчина, который будет вести себя немножко глупо, но очень забавно. Прям сразу поймете, что вы ему очень нравитесь, либо что вы ему абсолютно не безразличны, что мужчине вы очень дороги. У кого-то из вас отыграется, что это ваш мужчина, вас так развлекать будет. У кого-то отыграется, что это мужчина, ну вот только познакомились, либо просто знакомый, да, который пытается привлечь ваше внимание и вам очень понравится. Прям повеселитесь. Да, вы будете веселиться, когда будете на него смотреть. Будет и смешно, и весело, и очень интересно, чем это все закончится. Да? Докуда мужчина дойдет, да? Либо на что он способен. Вот лишь бы вы на него смотрели, лишь бы вы, не знаю, позволили быть рядом, либо не обижались на него, не сердились, если ваш мужчина. Да, тут развлекательная программа, причем очень интересная. Давно такого не было. Дальше. Здесь у какого-то человека меч, видите, согнулся, сломался. Вообще непонятно, что какая-то как гнутая железка. И человек прям такой маленький становится, маленький, беспомощный. Возможно, у ваших недоброжелателей закончились методы, способы, аргументы борьбы с вами. Возможно, человек слишком много на себя взял, слишком в себя поверил, да, и меч сломан. Человек будет уменьшаться, прятаться, скорее всего, будет. Но явно вы триумф, да, вы празднуете триумф, и вы понимаете, что вашим врагам до вас не дотянуться, что ваши враги жалеют, да, о том, что с вами связались, о том, что на вас с мечом пошли, да, погнут меч. Все, уже не работает, просто ржавая железка, гнутая железка. Да, и человек, он прям такой крошечный, куда-то прям спешит, убегает подальше от вас.
Дальше вижу, что кому-то придется пахать, причем у кого-то прям в прямом смысле слова. Да, если у вас есть загородный участок, да, дом, участок, может быть, вы проживаете в доме, у вас есть сад. Может быть, это ваша работа, да, вы работаете, допустим, на земле, либо в теплице. Может быть, у вас, не знаю, что, цветы, да, вы выращиваете цветы. В общем, придется пахать. Ну, кому-то на работе придется пахать. Большая плотная загрузка, и вам нелегко придется. Но с другой стороны, вы знаете, для чего, ради чего вы это делаете, и результаты не заставят себя долго ждать. Вот. Пахать. Надо будет пахать. Мужчина и женщина одинаково предсказания. Даже дома. Да, для семьи можно пахать. Ну, девушки-домохозяйки меня поддержат. Да. Как тяжело делать домашнюю работу, как ее много, и все равно не переделаешь. Не успели там позавтракать, уже обед надо. Не успели пообедать, уже ужин надо думать. Да, еще глажка, стирка, уборка. Ой, это очень тяжело. Так, дальше, мои хорошие. Вижу, что в ваш дом какой-то человек спешит. Причем спешит не с пустыми руками. Может быть, это почтальон, может быть, это посыльный. А может, это знакомый человек, который к вам идет, что-то вам несет. Хороший момент, и человек вот как раз вовремя придет. Может быть, вы будете куда-то выходить, да, и человек подойдет, и вы встретитесь. Может быть, у вас какие-то планы. Вот вовремя придет. Вас дома точно застанет. Так, Божья коровка. Это знак везения. Она у вас слева, она маленькая, но тем не менее она есть. В какой-то ситуации, в каком-то деле вам очень повезет. Прям сами себе скажете, вот это мне повезло, вот это хорошо, вот это мне нравится. Почаще бы, побольше бы, да, такого везения. Еще я вижу, что вы будете что-то как писать, какие-то буквы, цифры, буквы. Может быть, какую-то форму, аппликацию будете заполнять. Может быть, будете что-то набирать, да? Писать. Надо будет писать, и нужно будет писать внимательно. Не пропускайте ни буквы, ни цифры, перечитывайте, проверяйте на ошибки. Вот нельзя вам ошибиться, нельзя. Еще мне показан человек, который о вас информацию собирает, и вам об этом станет достоверно известно. Это вас шокирует. Это не просто удивит, это именно шокирует. Чего-чего, а этого вы точно не ждали. Человека, скорее всего, вы знаете, но просто не знали, что человек так ярко вами интересуется, что хочет знать о вас буквально все. Возможно, это кто-то из вашего прошлого, бывший, либо бывшая, ну, буквально выцеживает эту информацию, у всех про вас расспрашивает. А может быть, зайдете там в историю просмотров в соцсетях и видите, что бывший либо бывшая постоянно пасется у вас на страничке, да, на вашем канале. Ну вот явно есть необходимость о вас все знать. Так, дальше. Перекресток у вас с кем-то идет. Перекресток небольшой, но он как-то влияет на вас и вообще, в принципе, на судьбу на вашу влияет. С кем-то вы пересечетесь. С кем-то, скорее всего, либо нужным, либо важным, да, потому что влияние идет не только на сегодняшний день, но и на дальнейшее будущее. Такой небольшой перекресток. Ну, тут все как случайно. Ну да, такая вот встречка у вас произойдет, ну, либо знакомство даже у кого-то. Дальше, мои хорошие, вот здесь виноградная лоза. Она небольшая, и она еще не созрела. Но у вас с кем-то по поводу этой лозы состоится очень дельный, толковый разговор. То ли с кем-то планы будете обсуждать по поводу того, где ресурсы брать, как разбогатеть, на чем заработать. То ли это может быть даже у кого-то собеседование, да, будет проходить собеседование, либо какая-то деловая встреча. Может быть, даже консультация какая-то будет происходить. С левой стороны вы на эту встречу, либо на этот разговор придете, ну, в таком настроении, знаете, ну вот, а что будет? Ну, ничего не будет, да, нет вариантов. А вам человек действительно что-то конкретное будет предлагать, либо рассказывать о том, чего можно добиться. Это будет правдой. Вы прям загоритесь. Загоритесь, прям почувствуете, что да, почему бы и нет, могу, хочу, буду. Как-то вы еще по рукам вы ударите. Может быть, даже какие-то документы подпишете.
Здесь у вас женщины сидят, общаются по поводу вас. Вы то ли их на горячем застанете, ну то ли как долетят до вас обрывки слов. Вас очень сильно удивит, что они общаются о вас, но в какой-то хорошей тональности. То есть они не ругают, не обсуждают, не сплетничают, а именно какие-то хорошие вещи про вас говорят. Прям сердечко ваше начнет ёкать, знаете, теплом наполнится. Да, уважают, любят, принимают, да. Возможно, пример хотят с вас брать. Ну вот хорошее обсуждение, неплохое. Какие-то то ли мухи, то ли пчелы, что-то большое. Будьте осторожней, потому что наличие этих насекомых может стать проблемой. Может быть, вам необходимы там репелленты, если вы на дачу едете. Может быть, дома нужно там москитную эту сетку повесить. Опять же, когда вы на улице что-то кушаете либо пьете, будьте внимательны, потому что там пчелы, осы, они могут прям залетать. Вот как неудобство вам эти насекомые доставляют. Их много, много, и они прямо вокруг вас. На такой момент с левой стороны вот неожиданно много, неожиданно пристанут к вам эти комары, мухи, пчелы. Придется с ними воевать, да, придется от них отбиваться. Дальше кто-то из вас работать будет больше, чем обычно, над какой-то кометой. Но комета — это момент прорыва. Вам хочется прорваться, и вы прям все силы бросите на то, чтобы эту комету подготовить к полету. Тяжелая подготовка, но оно того стоит. Возможно, это даже не вы, а кто-то из ваших близких. Допустим, муж будет работать больше, чем обычно, там, задерживаться на работе, приходить очень поздно. Он именно делом будет занят. Это не развлечение, это не просто там где-то время просиживать. Нет, это серьезная работа. Но если вы будете работать над своей кометой, то у вас много времени на это будет уходить, и будете, конечно же, уставать. И даже, возможно, от чего-то придется отказаться, либо передвинуть на более благополучное время. Так, длинный язык. Кто-то поплатится за то, что у него длинный язык. Прям хочется сказать это слово, да, нехорошее. Но я скажу, договорился человек. Прям прикрутят ему этот длинный язык. Возможно, даже какие-то санкции, штрафы, взыскания, что там на работе нагоняев, да, там от начальства получит. Но язык явно становится скромнее и короче. Да. Был длинный, теперь становится такой маленький, коротенький. И потише будет. Этот человек гораздо потише. Еще, мои хорошие, в каком-то новом для вас незнакомом месте вы шестерку встретите знакомого человека, либо человека, которого хорошо знали когда-то. Ну, допустим, вы приходите, не знаю, в поликлинику, да, либо в какую-то организацию, пусть будет банк, и там, например, ваш там, однокурсник, одноклассница, да, соседка. В общем, будет очень приятно, и человек прям будет для вас очень стараться там, помочь, рассказать, подвести, отвести, дать советы. Прям хороший такой момент. Вы и встрече будете рады, и тому, что в незнакомой ситуации, да, знакомое лицо есть, и вам вот так открыто помогает. Прям очень приятно. У кого-то еще и начальника может отыграться знакомое лицо. Тогда вообще все очень быстро и хорошо для вас решится. Да, шестерку встретите. Еще с левой стороны показывают какую-то семейную драму. Но это не ваше, потому что слева может касаться близких вам людей. Вам очень захочется поучаствовать, помочь, там, подсказать, защитить. Но вы, пожалуйста, от этого воздержитесь. Там люди, у них такой образ жизни, скорее всего, да, им нужны такие встряски для того, чтобы семейная жизнь продолжалась. Да, может быть, присытились, может быть, там слишком там застой все ушло. И вот выпустить эмоции, да, там поругаться, поссориться, пообзываться, а потом вот прям очень ярко помириться. Не надо, туда вмешиваться не надо. Они и без вас разберутся, и все у них будет хорошо. Это могут быть и соседи, и подружки, и кто-то из родственников. Нет, вам будут жаловаться, но вы там слова какие-нибудь скажите добрые, но не вмешивайтесь. Делать этого нельзя.
Еще я вижу, что вы какие-то гвозди будете забивать. Может быть, в прямом смысле слова, да, забивать гвозди. Но если мы говорим в сакральном смысле слова, решать проблемы, дела делать. Причем так звонко, четко, вот по одному тык, 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 раз и забили все. С левой стороны. Неожиданно, но у вас все получится, и все будет замечательно. Дальше вот здесь змея. Змея рядом с вами. Вы эту змею как разоблачать будете, либо выводить на чистую воду. Втерлась эта змея в доверие, либо эта змея что-то прям дурное задумала и очень близко к вам подошла, а вы разоблачите, раскусите намерения, планы, ну, либо вот человека назовете тем именем, кем является, да, так и скажете: а ты змея подколодная. Человек будет оправдываться, человек будет говорить: да ну нет, да ты что, да зачем, да ты меня обижаешь. На самом деле вы окажетесь правы. И вы очень быстро об этом узнаете. Очень быстро подтверждение придет тому, что вы были правы. Ну, видите, предупредите вы какую-то неприятность, да, заранее вот ее почувствуете, либо почувствуете, что что-то не так, да, человек как-то странно себя ведет. В общем, у змеи ничего не получится. Из того, что было задумано, ничего не получится. Еще у вас здесь развилка вышла. Причем развилка очень странная. То есть если пойти в одну сторону, то там тупик. А если пойти в другую сторону, то там два моста. Ну, мосты — это сближение, это дружба, это знакомство. Сложно будет сделать выбор. Доверьте своей интуиции, она точно вас не подведет. И развилку эту не бойтесь. У вас всегда есть возможность, если выберете тупик, назад вернуться и пойти в правильную, в нужную сторону. Да, вы немножко потеряете во времени, но тем не менее там никаких фатальных событий либо последствий точно не будет. А вот здесь показано, что мужчина женщине о чем-то важном скажет и расскажет. И сразу же, знаете, буквально вот как почувствуют какие-то люди, это все начнут пытаться у вас выспросить, да, что ж мужчина тебе рассказал, что ж ты такое важное узнала. Девушки, женщины, молчите, никому не говорите. Никому. Мужчина то ли планами поделится, то ли о каких-то событиях расскажет. Нельзя об этом говорить, чтобы его не сглазили, чтобы не было каких-то серьезных неприятностей, чтобы ему удачу не перебить. Просто молчите. Это может быть ваш муж, парень, это может быть жених, это может быть брат, сын, может быть. Никому не говорите. Даже если очень сильно захочется, если прям слезно будут выпрашивать, вот расскажи, все равно лучше молчите. Тут как удача над мужчиной, но ее можно вспугнуть. Если вот кто-то об этом узнает, ненужный, лишний об этом узнает, люди могут позавидовать, либо даже опередить мужчину, да, себе эту удачу отхватить. Лучше молчать. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.